Этим летом на Аллее пионеров появились сразу 2 спортивных и 1 детская площадка. Еще и сценический комплекс. Вся территория по периметру была озеленена и благоустроена. Активные работы этим летом велись и в городском парке культуры и отдыха. Здесь реализуется 2-й этап реконструкции. Будет установлено дополнительное освещение, появится еще 1 большая игровая территория, отремонтируют и входную группу со стороны улицы Ленинградской. Даже малые архитектурные формы, символы советской эпохи отреставрируют. Следить за порядком отныне можно будет через систему видеонаблюдения. На эти цели из федерального, республиканского и местных бюджетов выделено 11,5 миллионов рублей. Огромное вам спасибо. Огромное. Огромное. Потому что я в этом городе и живу с 4 лет. Я была каменщиком и очень много здесь построила. И вот это вот все то, что опять возрождается, мне это очень приятно. Продолжается и ремонт дворовых территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В этом году в порядок приведут 11 из них на общую сумму 32,5 миллиона рублей. Этих средств хватит не только на асфальтирование и установку бордюров, но и озеленение, замену существующего и установку дополнительного освещения в отдельных дворах. Сразу возникает внутреннее ощущение ухоженности, чистоты и всего остального. В рамках рабочей поездки Сергей Гапликов встречается и с педагогами. Он поздравляет с победой коллектив 14-й школы, что в поселке Варгашор. В этом году в республиканском конкурсе та признана лучшей сельской. Награду, сертификат на 100 тысяч рублей глава коми вручает директору. Уже известно, что эти средства будут направлены на приобретение дополнительного оборудования. В самом же учебном заведении сейчас обучается 576 ребят. И в их распоряжении компьютерная техника, электронные и цифровые образовательные ресурсы, столярная мастерская и даже зал для самбо. Закуплено оборудование для исследовательской деятельности, для того, чтобы можно было оперативно. Вот здесь школа «Молодец» работает на всех площадках. Материально-техническая база постепенно обновляется. Так, в прошлом году руководство учреждения закупило оборудование для занятий по робототехнике «Лего-конструктор» стоимостью почти 140 тысяч рублей. В такую же сумму обошлась и новая мебель. А в скором времени появится здесь и программное обеспечение «Интерактивная физика». С праздником! От вопросов рабочих к самому празднованию. Целых 3 дня в Воркуте на этот раз отмечают главный праздник муниципалитета – День шахтера. Сергей Гапликов возглавляет торжественное шествие. Вместе с горняками Заполярья глава проходит от площади Мира до Центральной. Там у здания Воркута угля митинг. Руководитель региона благодарит шахтеров за патриотизм и самоотверженный труд. Уважаемые горняки, в этот день, в солнечный день здесь в Воркуте, я хочу от всей души пожелать вам стабильности, надежной работы, долгих лет жизни и, конечно же, в этих непростых условиях веры в будущее. Хочу пожелать, чтобы ваш труд был безопасным. Безопасность прежде всего. Я желаю, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Минуты молчания вспомнили и тех, кто навсегда вписал себя в историю города. Не вернулся за боя. Этой странице был посвящен и велопробег «Ухта памяти». Он стартовал от Воркутинского механического завода. Горняки проследовали по 3 крупнейшим мемориалам погибшим коллегам. Среди них памятники на шахтах «Капитальная», «Комсомольская», «Юршор», а еще кладбище в поселке Рудник и мемориал на шахте «Центральная». На каждом из них горожане возложили цветы и зажгли свечи. А уже днем позже они выходят на горняцкое пятиборье. Сотрудники всех действующих шахт по уже доброй традиции соревнуются в умении собирать конвейерный став, отрабатывают опросы безопасности, надевают на скорость спецодежду, включают самоспасатели и готовят лес для использования в шахте. Без этих навыков в этом деле не обойтись. Лучшими в этом году становятся шахтеры Заполярной. Командный дух, естественно, тренировки, ну и желание победить. Самое главное – желание победить. Самое главное, отыграться за прошлый год. И вот он, финальный аккорд. Музыкальным подарком для всех горожан становится концерт Александра Розенбаума. Народный артист России дарит воркутинцам 1,5 часа душевной музыки и ностальгии по прошлому. Своими песнями он напоминает: важно жить сегодняшним днем и ценить его. Я пропал на память, на него не держим зла. Все, что было в этой жизни, все не зря. Завершается праздничный вечер салютом, в этот раз с элементами светового шоу. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.